эфире новости спорта. Здравствуйте. Российская футбольная премьер-лига, континентальная хоккейная лига и баскетбольная единая лига ВТБ приостановлены из-за сложившейся ситуации с коронавирусом. Помимо приостановки высших дивизионов в футболе, хоккее и баскетболе прерваны молодежные и женские соревнования, а также турниры низших лиг. Все эти соревнования планируется возобновить 10 апреля. В Якутии также приостановлены все спортивно-массовые мероприятия, однако тренировочный процесс спортсменов будет продолжен в штатном режиме при условии, что в нем будут принимать участие не более 50 человек. Норвежская футбольная ассоциация сообщила о решении УЕФА перенести чемпионат Европы на следующий год. Подробности в следующем материале рассказывает Елена Островская. Евро-2020 пройдет в 2021 году. Такое решение приняли на экстренном заседании во вторник члены исполнительного комитета УЕФА, сообщили футбольные ассоциации Швеции и Норвегии. Дискуссия о перенесении турнира проходила по видеоконференции при участии представителей всех 55 федераций, входящих в Союз. Европейское первенство должно было стартовать 12 июня. Игры были запланированы в 12 городах по всей Европе, в том числе в Санкт-Петербурге. Однако коррективы внесла пандемия коронавируса, из-за которой отменили большинство массовых мероприятий в разных странах. По сведениям Норвежской футбольной ассоциации, теперь открытие чемпионата Европы намечено на 11 июня 2021 года. УЕФА предстоит принять решение также о судьбе Лиги чемпионов, Лиги Европы и национальных чемпионатов сезона 2019-2020. 4 игрока клуба Национальной баскетбольной лиги «Бруклин» инфицированы коронавирусом. Имена спортсменов не сообщаются. Известно, что 3 из 4 игроков не испытывают симптомов болезни. Все они находятся в изоляции и под контролем врачей. В связи с этим все игроки и персонал клуба обязаны находиться под карантином и пристально следить за собственным состоянием. Напомню, руководство NBA 12 марта объявило о приостановке регулярного чемпионата лиги на неопределенный срок после подтверждения информации о том, что баскетболист Юты Руди Гобер инфицирован коронавирусом. Позднее заражение было подтверждено еще у одного игрока Юты Донована Митчелла, а также у баскетболиста Детройта Кристиана Вуда. Место поединка между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном будет определено в ближайшее время. Об этом накануне заявил российский боец. Напомню, бой между Фергюсоном и Нурмагомедовым изначально должен был пройти в Бруклине 18 апреля. Позже в Нью-Йорке был введен запрет на массовые мероприятия. Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил, что этот поединок состоится при любых обстоятельствах. «Я готовлюсь к бою с декабря и хочу, чтобы он состоялся. Недавно я говорил с Дэйной Уайтом, он сказал, что сделает все, чтобы поединок состоялся. Я попросил его просто сказать мне место боя. В ближайшие дни мы должны узнать, где пройдет поединок», — сказал Нурмагомедов. Чемпион мира в среднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации мексиканец Сауль Альварес и казахстанский боксер Геннадий Головкин договорились о третьем поединке. Бой планируется провести 12 сентября в американском Далласе. Напомню, первая встреча между Головкиным и владевшим в тот момент всеми 3 титулами чемпиона мира и Альваресом прошел в 2017 году и завершился ничьей. Во втором бою Геннадий проиграл решением судей и лишился поясов WBA и WBC. Всего в активе Головкина 40 побед, 1 поражение и 1 ничья. На счету Альвареса 53 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Якутянка Александра Копылова стала обладательницей бронзовой медали на первенстве России среди юниорок до 18 лет. Об этом сообщает «Спорт Якутии». Турнир, участие в котором приняло более 200 спортсменок, прошел в Новосибирске. Уроженка Нерюнгринского района, студентка училища Олимпийского резерва Александра Копылова стала 3-й весовой категории до 46 килограммов, в которой состязались 22 спортсменки. Всего на этих соревнованиях она провела 5 схваток. В борьбе за бронзу якутянка со счетом 4-2 победила представительницу Санкт-Петербурга Глафиру Степанову. Чемпионкой в этом весе стала победительница первенства Европы Ольга Рахметуллова из Чувашии. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта.